В Якутске прошла научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы прав и свобод человека и гражданина». Поводом проведения конференции послужило то, что в этом году Общей декларации прав человека исполняется 70 лет и 25 лет Конституции Российской Федерации. Организаторами конференции выступили уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия и Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова. В мероприятии приняли участие руководители органов государственной власти, представители научного сообщества и студенты. Состоявшаяся конференция предоставила такую возможность, чтобы ученые и практические работники имели возможность высказаться, быть услышанными и, соответственно, подчеркнуть полезную для себя информацию на данном форуме, чтобы в дальнейшем и в правоприменительной деятельности, и в нормотворческой деятельности применить те знания, которые сегодня они имели возможность приобрести. Провели именно исследования, подготовили соответствующие доклады по их результатам. Вот это я называю действительно настоящей наукой. Опыт 90-х наших годов принят, который после принятия Конституции как раз и доказал, что нет прав и свобод без установления принципа запрета злоупотребления правом. Этот принцип, кстати, появляется в гражданском законодательстве только в последний период. Для того и мы проводим конференцию, чтобы обменяться мнениями, рассказать коллегам о достижениях наших, в том числе именно в плане юридической квалификации тех жизненных явлений, в которых мы находимся. И это, само собой, даст, главное, именно еще один толчок – жить добрее. Как говорили юриспруденции, это искусство добра и справедливости. Вот ряд вопросов, которые здесь были затронуты, мы поднимем у себя, и, возможно, это тоже будет применено в практическом выражении. Поэтому конференция имеет очень нужное направление, и она поднимает ряд актуальных вопросов, которые мы применяем потом в практическом. Участники форума обсудили проблемы соблюдения и реализации прав и свобод человека, их защиты. Были представлены доклады и выступления, охватывающие различные аспекты состояния прав и свобод человека в современном мире, практические вопросы правозащитной деятельности в нашей республике. Цель выступления была, именно то, что те проблемные вопросы, которые я поднял, они с каждым годом актуализируются. То есть принятие и развитие федерального законодательства идет, регионального, эти вопросы. И когда я здесь выступаю, я надеюсь, что и научное сообщество возьмет к себе на заметку и будет вести какие-то работы, обоснования, чтобы доказать нам то, что необходимо принятие специальных нормативно-правовых актов на уровне Республики Саха-Якутия и на российском уровне. И в то же время и органы исполнительной власти, которые здесь присутствовали, слушали, я надеюсь, что они возьмут себе эти проблемные вопросы на заметку. Александр Николаевич Бердников, он затронул по УФСИНу, по социальной реабилитации осужденных и привел такие из судебных практики, какие допустим, из-за непрофессионализма сотрудников, в результате погиб осужденный, какие условия там, такие касаемо затрагиваемых проблем. Это тоже, я думаю, немаловажно, Дмитрий Николаевич, безусловно, это, по вашим словам, аксакал нашего юридического общества республики. И касаемо моей темы, конечно, я слышала, что статью 53 возмещение государством вреда, это он предложил, почему нету Конституции Республики Саха-Якутия, допустим, таких положений.
сравнивал Конституции. Ну, очень понравилось выступление. Я думаю, для нашей работы, службы, вот эти, как говорится, некоторые выступления, я думаю, должны повлиять тоже. Мы учтем некоторые моменты, которые здесь озвучены, моменты для своей служебной деятельности. Данные доклады мы рассмотрим у себя в управлении, там, да, и наиболее такие, скажем, полезные мы примем на вооружение. Конституция закрепила и гарантировала человеческие ценности в виде основных прав и свобод человека и гражданина, таких как право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, на собственность, право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, право на защиту своей чести и доброго имени. В общей сложности основным правам человека и гражданина, их гарантиям 46 статей Конституции Российской Федерации. О том, какие права человека чаще всего нарушаются в нашей республике, рассказала в своем выступлении уполномоченный по правам человека Сардана Гурева. На сегодня все органы власти ставят вопрос о том, что права человека – это высшая ценность. И никто это ведь не оспаривает. На сегодня мы говорим о совершенствовании этого законодательства. Насколько должен быть или какой-то один нормативный акт, который определяет, скажем, правила игры в этой сфере, или их такое должно быть количество, которое окончательно запутывает, потому что целей может быть огромное количество, даже в одной отрасли их может быть более 1000, исполнителей более 5000, а когда задают вопрос, кто ответственный, мы ответственного найти не можем. Поэтому и в исследовании этих вопросов сегодня посвящена конференция. Ведь сегодня затронуты тоже вопросы бюрократии, что на сегодня мы тоже, в общем-то, занимаем в мире такое, скажем, в кавычках, ведущее место. То есть субъекты Российской Федерации сегодня сокращают количество чиновников. Мы с вами видим конкретные решения главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева, который тоже оптимизирует численность с учетом поднятия, повышения ответственности, ну, конкретно государственных служащих. Это тоже сегодня явилось предметом обсуждения этой конференции. В рамках конференции участники поделились своим уникальным опытом эффективных практик решения актуальных проблем развития правовой культуры и правосознания граждан в Республике Саха-Якутия. Это очень нужное мероприятие, особенно для студентов, так как изучать теорию – это одно, а ознакомиться, как на практике решаются вопросы прав и свобод человека – это уже совершенно другой уровень.